Здравствуйте, в эфире вечерние новости, в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня. 800 миллионов на защиту от стихии. Республика получит федеральную субсидию на строительство противопаводковых сооружений на реке Вилюй у села Верхневилюйск. Социальная карта. Такой единый цифровой сервис начнет массовый выпуск с ноября. Как ее получить, в чем преимущество и выгода? «Богатство дедушки Тараса». В Амгинском лицее состоялась презентация книги под таким названием ученика 5 класса Эркена Солдатова. Айсен Николаев, комментируя итоги прошедшего совета при полпреде Дальневосточного федерального округа, рассказал, что в следующем году республика получит федеральную субсидию на строительство противопаводковых сооружений на реке Вилюй у села Верхневилюйск. Глава Якутии выразил благодарность Министерству природных ресурсов и экологии за поддержку и полномочному представителю президента России на Дальнем Востоке Юрию Трутневу за одобрение этого проекта. Общая сумма строительства берегоукрепительных сооружений в Верхневилюйск составит 798 миллионов рублей. Реки имеют обыкновение менять свое русло, и река Вилюй не стала исключением. Вот уже более 40 лет идет обрушение берега реки у села Верхневилюйск. Вопрос берегоукрепительных работ стоял давно, и благодаря усилиям главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева этот вопрос сдвинулся с мертвой точки и получил поддержку на федеральном уровне. Здесь можно ярко увидеть, что осталась совсем маленькая кромка реки до жилых построек, административных зданий, до коммуникаций и до улицы Октябрьская. И благодаря работам по берегоукреплению надеемся, что берег перестанет обрушаться и дома будут сохранены. Также финансирование на охрану лесов от пожаров в Якутии увеличено почти на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Соответствующее решение было принято также на заседании Совета при полпреде президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутневе. Как сказал глава республики Айсен Николаев, из этой суммы 309 миллионов рублей предназначены будут на тушение лесов, это 640 миллионов рублей, а на авиапатрулирование немногим меньше. Отметим, что лето 2021 года, в частности в Горном Улусе, выдалось особенно сложным. Всего в районе было зарегистрировано в общей сложности 62 лесных пожара. На днях принято решение об увеличении финансирования, увеличении штатной численности специализированных лесопожарных формирований. Мы надеемся, что следующий год и последующие годы будут в отношении лесных пожаров намного проще и лучше, благодаря поддержке федерального правительства и президента Российской Федерации. К другим новостям, жители Усть-Алданского района теперь могут грамотно написать проекты и внедрять их в жизнь. В этом им помогут специалисты нового проектного центра, который торжественно открыли в учреждении дополнительного образования в селе Барагонцы. В этом проектном центре планируют провести образовательные курсы, различные конкурсы. Также специалисты поделятся советами при составлении проектов. Отметим, что сейчас в республике функционирует более 10 таких проектных центров. Основная работа будет направлена, чтобы мы обучили население правильно писать проекты, правильно формировать грантовые заявки, чтобы на позитивные, содержательные идеи населения мы могли привлекать грантовые средства из федеральных конкурсов, из республиканских грантовых конкурсов, да, потому что это сегодня очень важно, является одним из основных трендов развития нашего общества, поэтому каждый человек, да, каждый общественник, каждое население, организация должен правильно сегодня формировать проекты. 75% жителей Аймяконского района получили вакцину от коронавируса. Об этом нашему телеканалу сообщил глава района Иннокентий Сивцев. В целях поощрения сотрудников учреждения района еще летом внесли изменения в коллективные договоры. Таким образом, вакцинированные работники получают единовременную выплату от 2 до 15 тысяч рублей. Также Аймяконский район проводит акцию под названием «Стоп ковид».
Любой житель района, получивший вакцину или прошедший ревакцинацию в Центральной районной больнице, может выиграть 100 тысяч рублей или другие ценные призы. От плана вакцины получили 75% населения. Сейчас, с момента объявления таких акций, конечно, число граждан увеличивается, но тут следует понимать, что вакцина прежде всего нужна для нас самих, так как здоровье – это прежде всего, а остальная часть в форме поощрения, призы, это, как, так скажем, приятное с полезным. Якутские интернет-пользователи смотрят видео в сети активнее всех на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. К таким выводам пришли аналитики Мегафона, изучив данные по потреблению видеоконтента абонентами операторов в восточных регионах России. Согласно данным, на загрузку и просмотр видео приходится уже больше половины всего интернет-трафика в мобильной сети Мегафона в Якутии. Тему продолжит наш корреспондент Власий Сергеев. Во многом рост видеотрафика вызван пандемией, которая заставила якутян больше времени проводить дома. Впрочем, привычка смотреть видео на смартфонах или планшетах прочно вошла в нашу жизнь задолго до нашествия злополучного вируса. Чаще всего просматриваю, видеоролики по учебе, и просто в свободное время я смотрю, прохождение каких-нибудь игр. Часто, да? По вечерам смотрю, охота, футбол. Постоянно пользуюсь. Засыпаю, просыпаюсь. Как вкусно приготовить еду, что-то сотворить руками. Чтобы абоненты могли смотреть видео в хорошем качестве без зависаний, сеть оператора должна обеспечивать высокие скорости передачи данных. По этому показателю Мегафон сохраняет лидерство в Якутии. Это подтверждает исследование мирового лидера в области тестирования и анализа скорости УКЛА. Скорости мобильного интернета в Якутии позволяют смотреть видео онлайн на любых устройствах, и наши абоненты активно этой возможностью пользуются. Сегодня 96% населения Якутии имеет доступ к быстрому 4G интернету от Мегафона. За последний год доступ к ЛТЕ и, как следствие, к новым цифровым возможностям получили жители Вилюйска, поселков Оленек, Косылсыр, Сунтар, Усть-Мая, Хандыга, села Верхневилюйск и также в других населенных пунктах. В целом, потребление мобильного интернета в сети Мегафон в Якутии с начала года выросло на треть. При этом республика прочно удерживает первое место на Дальнем Востоке и Восточной Сибири по среднемесячному объему потребления мобильного трафика – около 20 гигабайт на одного абонента. Можно уверенно констатировать, цифровые технологии стали для жителей Якутии значимой частью повседневной жизни. Власий Сергеев, Артем Алексеев, Якутск. Массовый выпуск социальной карты жителя Якутии стартует с 1 ноября. Этот единый цифровой сервис позволит льготникам, имеющим прописку на территории республики, пользоваться множеством услуг по выгодным ценам. Уже сейчас картами пользуются более 8 тысяч жителей региона. Как ее получить и в чем выгода, знает Мадина Халикова. Получить скидку в общественном транспорте, учреждениях культуры и спорта, купить субсидированный авиабилет, а также подтвердить льготный статус без предоставления лишних бумаг. Такие возможности дает социальная карта жителя Якутии. Проект, направленный на поддержку граждан, уже с ноября начнет работу массово. Мы начинаем массовый выпуск где-то с 1 ноября социальной карты, которая позволит обеспечить наши малозащищенные социальные слои. С июля цифровой сервис запустили в пилотном режиме в 5 муниципалитетах – Якутске, Нюрбе, Мирном, Нерингре, Бердигистяхе. С октября получить карту смогли жители 16 районов. К сегодняшнему дню ее оформили почти 9 тысяч жителей региона, в том числе многодетные семьи, которых более 1700. Уже в 16 районах, и включая город Якутск, такие карты уже выдаются, и, в общем-то, сегодня прорабатывается уже достаточно быстрыми темпами для того, работа, и до конца года уже на всей территории республики должна быть реализована возможность по выдаче таких карт. Социальная карта жителя Якутии – это банковская карта. В идентификационном приложении уже есть информация о льготном статусе пользователя. Используя ее, контрагент будет знать, к какой категории относится гражданин. Разработчики планируют привлечь еще больше магазинов, аптек и других предприятий, чтобы пользователи могли там получить бонусы, скидки и преференции. Через эту карту можно получить все социальные выплаты, пенсии,
Его можно получить в офисах банка, через госуслуги. Есть портал специально созданный. Через этот портал можно и через приложение Алмаз-Эргенбанка. Она у нас работает как транспортный проект. У нас туда подключены многие социальные объекты в республике, бассейны, спортивные объекты. Это у нас музеи. Там можно получить скидку через этот проект. Оформить карту можно в отделении Алмаз-Эргенбанка. Сейчас программа лояльности по социальной карте работает в 704 организациях. Также присоединились 336 торгово-сервисных предприятий и 466 учреждений культуры и спорта, подключенных к единому цифровому сервису. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Якутск. Черопчинский государственный институт физкультуры и спорта более 20 лет работает как первый институт России в сельской местности. В этом году в учебное заведение поступили более 250 первокурсников по разным направлениям. Сегодня в институте состоялось знаменательное торжественное событие. Преподаватели отметили достойных первокурсников и вручили им награды за активную жизненную позицию. В нашем институте активно развивается научная работа. Очень много студентов стало заниматься научной деятельностью. Есть публикации и участие в творческих конкурсах, в профессиональных олимпиадах. Поэтому наш институт очень перспективный. Мы очень рады, что сегодня в его ряды присоединилось такое большое количество студентов. Институт развивается, институт живет, и мы надеемся, что в наш институт будут приходить с каждым годом все больше и больше студентов. В Амгинском лицее состоялась презентация мини-книги ученика 5 класса Эркена Солдатова под названием «Богатство дедушки Тараса» в рамках проекта «Сокровища моей семьи», посвященного столетию якутской автономии. Над книгой работал сам ученик, его мать и родные, а также команда редакции детского журнала «Колокольчик». В мини-книге автор написал воспоминания о детстве, о дедушке, который проработал учителем в Эмистской школе Амгинского района. Коллектив лицея намерен тесно работать с редакцией журнала для дальнейших изданий таких мини-книг. Он был очень добрым и мудрым учителем, и его тепло помнят его ученики и его дети. Мне очень понравилось, как с помощью QR-кода в журнале можно увидеть моего дедушку как живую историю моей семьи. Хочу сказать ребятам, что они тоже могут участвовать в проекте «Сокровища моей семьи» и рассказать о своих дедушках и бабушках. Это были новости к этому часу. Смотрите наш телеканал на Якутии 24. А сейчас будет программа «Якутия Лайф. Мой доктор» с Иваном Луцканом. До встречи.